Красота, грация, спортивное мастерство, интеллект – это лишь малая часть особенностей фигурного катания. В последние годы прибавилась и силовая составляющая. 15-летние девушки начали выполнять то, что не под силу даже мужчинам. Один из видов спорта, который воспитывает у детей красоту. Мы просто очень любим фигурное катание, пришли поболеть за наших девочек сегодня. Всех жителей Казани мы поздравляем с этим событием. Дай бог, чтобы они также развивались. Очень хорошая команда синхронного катания. После триумфальных побед Алины Загитовой и Евгении Медведевой на арене новые звезды – Косторна и Трусова. По возвращению в родной Татарстан идут разговоры и про Камилу Валееву. Об этом заявил Владимир Леонов и вспомнил, как он сам когда-то занимался фигурным катанием. Азы, я думаю, остались. И если сейчас встать на коньки, точно поеду. Вот. И, кстати, мне это помогло потом, когда мы начали немножко играть в хоккей. То есть вот азы фигурного катания пригодились мне, когда уже встали на другие коньки. Там вообще другая техника. Там, кто разбирается, это очень непросто после фигурных коньков переходить на хоккей. Казанский этап Кубка по фигурному катанию самый представительный. Из-за пандемии этапы Гран-при проходят в усеченном формате национальных стартов. И именно российские соревнования стали ключевыми турнирами сезона. Итогом этих состязаний будут не медали и пьедесталы почета, а то, что буквально через 2-3 дня после их закрытия десятки, сотни маленьких детей из Татарстана начнут заниматься фигурным катанием и сделают свои первые шаги на этом скользком льду. Ажиотаж вокруг турнира огромный, трудно достать билеты. Большой праздник фигурного катания продлится в Казани до 12 ноября. Алмаз Гафиатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.